необходимые судебные органы для того, чтобы оспорить. Практически в работе Госсовета первого и второго созыва уже такая есть. Я вот с этой стороны хотел бы напомнить и предупредить. А с другой стороны, мне пикет поручил сегодня, который там вот был. Дело не в том, что там народу было не очень много. Суть в том, что там люди говорили. Люди прямо, упорно говорят в республике, в том числе здесь на пикете, что власти Чувашской республики тайно, закулисно хотят принять Конституцию, проведя необходимые для них поправки. И я на самом деле с ними согласен, потому что вариант Конституционной комиссии был в свое время опубликован в газете, но в частности народ, наши избиратели практически о содержательной стороне этого проекта уже забыли. Но в то же самое время целый ряд принципиальных положений и поправок, которые сейчас в ходе обсуждения в комиссиях комитетов Госсовета были внесены на сегодняшнее рассмотрение, они общественностью не рассмотрены. Мы не знаем общественного мнения как по срокам продления выборности, как по срокам действия органов территориальной государственной власти, с точки зрения и многих других положений. Поэтому я предлагаю действительно сегодня проект Конституции вашей республики с рассмотрением данного вопроса снять, включить вопрос в том плане, как озвучил депутат Меляков, а самое главное, опубликовать еще раз проект Конституции, который был подготовлен Конституционной комиссией, и напечатать тоже все принципиальные поправки, которые в ходе обсуждения были внесены. Спасибо. Спасибо. Есть еще какие предложения? Пожалуйста. Депутат Филиппов. Депутат Филиппов. Уважаемые депутаты, уважаемый президент, я предлагаю, персональные карточки должны быть не обезличенные. Для того, чтобы в любое время распечатки могут брать. Персональные карточки должны быть обезличены тогда, когда, значит, поименное голосование. Когда будет, тогда обезличены должны быть. А остальное время персональные карточки не должны быть обезличены. Не обезличенные должны быть. Чтобы никто в почте не мог давить на депутатов. По-порядку, неуважаемые коллеги, пожалуйста. Депутат Ильин. Депутат Ильин, 53-й избирательный округ. Уважаемый президент, уважаемые депутаты. В связи с повесткой дня я хочу высказать свои следующие предложения. В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики о порядке принятия Конституции Чувашской Республики и введения ее в действие, Конституцию Чувашской Республики принимает граждане Чувашской Республики или Государственный Совет Чувашской Республики. В соответствии со статьей 5 этого же закона, значит, в развитии этой нормы закона мы обязаны в первую очередь, если даже при утверждении повестки дня, если даже депутаты проголосуют за рассмотрение проекта Конституции, на данной сессии принять решение о форме голосования, то есть форме принятия Конституции. То есть или это будет принято на референдуме, или Государственным Советом Чувашской Республики. Поэтому обязательно я считаю, что первым пунктом повестки дня должен быть решен этот вопрос. Включен этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Еще есть предложение, пожалуйста. Западный 69-й округ. Уважаемые депутаты, проект Конституции, который должен был обсуждаться во всех комитетах, сегодня не имеет окончательного
Нет? Приступаем к обсуждению поднятых депутатами вопросов. Поступило предложение от депутата Малякова, затем Дмитрий Шушанов о снятии с повестки дня обсуждения проекта Конституции. Есть необходимость обосновать ряд обоснований. Ставлю на голосование. Я хотел бы депутатам быть очень внимательным. Сегодня очень серьезный вопрос обсуждали. Я очень прошу быть очень внимательным, коллеги, не сами себе. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы снять с повестки дня обсуждение проекта Конституции данной сессии, прошу голосовать. Будьте внимательны. За 27, против 46, воздержался. Воздержались. Решение не принимается. Следующий вопрос. Республики о порядке принятия Конституции Чувашской Республики и ведения его действия. Статья 2, то есть статья 3. Решение о назначении референдума Чувашской Республики по вопросам, предусмотренным в статье 2 настоящего закона, принимается Государственный Совет Чувашской Республики или президент Чувашской Республики. Дальше идем. Статья 4, пункт 2. Тот же срок субъекты, обладающие правом требования обязательного проведения референдума Чувашской Республики, то есть президент или Госсовет, направляет в Государственный Совет Чувашской Республики предложение о форме принятия Конституции Чувашской Республики. Если нам сегодня раздадут, я не знаю, может быть, тот Госсовет принял решение, какой форме принимать, и президент принял свое решение, какой форме принимать, свое решение о том, какой форме принимать, то этот вопрос снимается. Или референдум, или, значит, Госсовет. Поэтому, значит, я, например, этих сегодняшних бумаг, которые нам представили, таких решений ни двух субъектов инициативы президента и Госсовета не видел. То есть никто пока еще не предложил, какой формы мы должны обсуждать и принимать Конституцию. Так сказано в законе. Поэтому я прошу представить эти документы депутатам, чтобы вопрос можно было снять. Спасибо. Я хотел бы депутату Ильину, автору этого предложения, еще раз обратиться. Значит, я остаюсь при своем мнении. Я считаю, что прошлое решение фактически оно не обязывает нам, не определяет форму принятия Конституции. Мы должны решить этот вопрос на сегодняшнем заседании. Спасибо. Слово я хотел бы предоставить Жучкову, юристу Государственного Совета. Дайте еще одно объяснение по этому вопросу, пожалуйста. Уважаемые депутаты, высшим законом для всех жителей и депутатов Чувашской Республики является ныне действующая Конституция Чувашской Республики. В статье 92 этой Конституции записано, что Государственный Совет принимает Конституцию Чувашской Республики. Если бы вы выносили на референдум, надо было специально определяться.
И никаким постановлением, никаким иным актом, кроме внесения изменений в Конституцию, изменить это положение нельзя. Поэтому мое мнение, у вас есть все полномочия рассматривать сегодня данный вопрос и в соответствии с Конституцией Чувашской Республики принимать решение о принятии или непринятии Конституции. Спасибо. Всех мы выслушали, уважаемые коллеги. Поступило предложение от депутата Ильина. С учетом уже высказанных объяснений, мнений юристов, прошу принять голосованием решение. Я здесь выскажусь, хотя и не очень, может быть, правильно, но тем не менее нельзя не высказываться ни как президенту, ни как юристу, поскольку дискуссия, безусловно, носит юридический характер по вопросу о ваших подходах к теме способа принятия Конституции в данном случае. Если говорить о фактической стороне дела или о мнениях тех или иных групп людей, избирателей, депутатов, или о понимаемом по-своему каждым из нас подходе с точки зрения целесообразности, это дискуссии бесконечные, да? Это как лучше, когда лучше и так далее. Я, по крайней мере, сам уже 6-й год президент Чувашской Республики, и 6-й год Конституция и не обновляется, и не приводится в соответствие ни с федеральными стандартами, ни с Конституцией России, ни со стандартами Совета Европы, юрисдикция которого распространяется абсолютно и на Россию, и на все субъекты Российской Федерации. Я думаю, что можно не дискутировать, если мы честные, по поводу того, что конституционное поле Чувашской Республики абсолютно неконституционно по отношению к Российской Федерации. Так ведь? Кто знает и работает в системе законодательства. И такое положение остается, как говорили, в основном вообще-то у Чувашской Республики, потому что Конституция Карелии, она в большей степени приведена в соответствии с федеральными стандартами. Мы своего рода правовые или антиправовые динозавры в конституционном поле России. На это мы не особенно обращаем внимание, потому что мы все россияне как-то не особенно привыкли уважать и считаться с законами. Я с точки зрения психологической только так могу объяснить отношение тех людей, которые не имеют политической заданности в конституционном процессе. Есть, видимо, среди нас и другая группа людей, я их не осуждаю, это тоже их право, политическая позиция такая, что не надо ничего менять в нашей Конституции Чувашской Республики, потому что либо новые выборы президента Чувашии состоятся, как они говорили, либо новые выборы президента Российской Федерации, будет новый президент, и не надо будет вообще менять Советскую Конституцию, и мы восстановим советскую власть, а у нас как раз Конституция советской власти. Эта аргументация тоже она неоднократно здесь оглашалась и на митингах тоже. Но есть, собственно, юридический подход, помимо правового контекста недопустимости нашей бездеятельности в конституционном поле России. Мы несем прямую юридическую, политическую, какую угодно ответственность по поводу того, что вы обязаны работать корректно и создавать нормальные правовые условия для всех субъектов права, действующих на территории Чувашии. Кстати, не только чувашских, но и иностранных, и других российских регионов. Иначе это и смешно, и оскорбительно, и ненормально, и неприемлемо. И по, собственно, тому вопросу, уважаемый Лев Владимирович, который сейчас поставлен или предлагается для голосования, выступил абсолютно, говорить безупречно, может быть, даже не очень удобно, потому что Евгений Петрович Жучков, как человек с огромным юридическим стажем, выступил, он просто сказал дважды 2 – 4. Потому что, уж извините, что я на это ссылаюсь, студентов юридических факультетов всех вузов страны учат по нескольким предметам науки, которые называются «Пути преодоления коллизий в праве», «Пути преодоления кажущихся противоречий в праве». И вот я формулирую и почти цитирую один из путей, который Евгений Петрович сейчас произнес. Если есть коллизия, то есть противоречие между законом более высокого уровня и законом низкого уровня, то действует норма закона более высокого порядка. Так, Евгений Петрович? Так, Михаил Сергеевич Тимофеев? Он
Его научный руководитель, профессор Лазарев Валерий Васильевич, академик, который как раз получил государственную премию за эту работу, еще 20 лет назад, в советское время еще. И эта норма никем никогда не оспаривается, если это действительно грамотный юрист, который хотя бы на тройке учился в юридическом вузе. Вот и все. Поэтому можно ли ставить такой вопрос, давайте там нарушим Конституцию, можно ставить вопрос, уважаемый депутат Ильин, о том, что вы, вот как депутат, имеете право сейчас поставить вопрос, вот отложить, внести дополнительный вопрос об изменении Конституции, что вот сейчас сессию прервать или вообще завершить на этом, сейчас собравшись, и что вы даете новую инициативу об изменении Конституции. А о чем изменения? Это уже другой вопрос, это уже совсем другая песня. Спасибо. Спасибо. Возможно, ну, пожалуйста. Дело не в перепалке, неэтичности, дело, так сказать, суть идет. Во-первых, уважаемый президент, он подменил понятие. Ильин же не ставил о том, что принимать, не принимать Конституцию. 6 лет работали, значит, и мы можем принимать по любому пути, через референдум или через Государственный совет. А с другой стороны, здесь я Евгения Петровича не перехвалил бы и сказал так, что действительно Конституция сегодня устанавливает, что Госсовет принимает Конституцию. Если бы проект Конституции принимался даже через референдум, в соответствии с законом о референдуме, Госсовет назначает референдум, потом итоги референдума утверждает на своей сессии, это то же самая форма принятия Государственного Совета Конституции, прошедшего через референдум. Поэтому никакое нарушение Конституции в той форме, которую поставил Ген, здесь не существует, если действительно правильно исходить из тех самых законов, нет никаких противоречий в условиях Чувашской Республики. Уважаемые коллеги, все ясно? Поэтому за 31 не просто. Уважаемый президент, уважаемые коллеги депутаты, уважаемые присутствующие, мы сегодня решаем исключительно важный вопрос для Чувашской Республики, для ее государственности. Я хотел бы сразу отметить, что основные положения, которые прозвучали в выступлении Льва Пантелеймоновича Куратова, я разделяю и поддерживаю. В каком плане? В том плане, что контроль законодательных представительных органов власти над исполнителями должен быть усилен, и это должно быть закреплено в конституционном порядке. Хотел бы отметить, что подобные положения высказаны и рядом общественных организаций. За данное положение выступает Республиканский комитет Компартии Российской Федерации, Народно-патриотические силы, региональное отделение движения «Яблоко», движение «Зеленых», Конституционная партия, партия конституционных демократов Чувашской Республики и, кроме того, целый спектр организаций, которые входят в Чувашский национальный конгресс. Суть их высказываний состоит в том, что мы должны в сегодняшней ситуации двигаться к парламентским формам правления парламентской республики. И в этом смысле, если я выступаю сегодня, допустим, от фракции, получается, что коммунисты республики на сегодняшний день отстаивают истинно демократические ценности. В каком плане? В том плане, что мы на сегодняшний день должны определиться по таким важнейшим проблемам, как контроль за исполнительной властью, то есть вопрос о том, кто согласует назначение министров, либо они назначаются исключительно одним человеком и от него зависят, либо они назначаются в согласии законодательного органа власти. Это и положение о Конституционном суде Чувашской Республики, о контрольной счетной палате Чувашской Республики, о полномочиях Государственного совета, это и положение о Центральной избирательной комиссии. И самое важное, это тот вопрос, который сегодня принципиален. И у меня складывается впечатление, что вокруг него сегодня ведутся основные дебаты. Это вопрос о том, на сколько сроков должен избираться президент Чувашской Республики. Сейчас есть две позиции. Одни говорят, что надо избирать президента на 2 срока, то есть конституционно ограничить срок пребывания президента у власти. И надо отметить, что это мировая практика. И это не просто мировая практика, но это и российская практика. Хочу вам напомнить, что из 21 субъекта Российской Федерации, тех, которые являются
республиками являются государственными образованиями в составе Российской Федерации, только в 3 имеется положение о том, что президент может избираться и на 3, и на 4, и на 5 сроков, в частности, в теплом уложении в Калмыкии. Моя задача несколько облегчается, ибо после Игоря Юрьевича добавить очень трудно что-либо существенное. Но все-таки я не вышла бы на эту трибуну, если бы, как говорит классик, я не видела, что вижу я кругом. Насмешками покрыта, проголодалась честь, в изгнании правота, корысть прославлена, неправда знаменита. Это не только в нашей Чувашии, это во всей России. И поэтому очень больно, когда народ безмолвствует, потому что другой классик сказал, в столицах шум, гремят витии, кипит словесная война, а там, во глубине России, там вековая тишина. Это здесь мы ломаем копья, а на самом деле очень интересная проходит всегда подготовка к сессиям, когда депутатов, как шахматные фигуры, переставляют на шахматной доске. Ведь с такого симпатичного нашего президента и с такого симпатичного Петра Степановича Краснова сделали пугало. Как только их туда вызывают, они все уже в шоке, кто туда ходит и получает соответствующее ЦУ. И, конечно, очень здорово, когда нас некоторых туда не приглашают. Знают, что мы уже имеем определенную свою точку зрения. Нам не надо ни тайного, ни открытого. Мы с трибуны говорим, что эту Конституцию, если уж мы берем на себя ответственность, мы должны вспомнить, что первые строки нашей Конституции говорят: мы, чувствуя высокую ответственность перед народом, принимаем Конституцию Чувашской Республики. Это очень тяжелая миссия, когда мы на себя возлагаем ответственность за принятие Конституции, с которой, собственно, не согласен народ. Народ может свое мнение сказать только на референдуме, и особенно по таким позициям, когда действительно пришедшая власть хочет как монархию передавать аж по наследству чуть не своим детям, бесконечно сидеть у президентской власти. Вот тут уж, уважаемые депутаты, как бы вас ни ломали, вы должны четко знать, что мы на себя такую ответственность взять не можем. Президент, уважаемый председатель Государственного Совета, уважаемый президент, уважаемый председатель Государственного Совета, действительно, мы, приступив к обсуждению проекта Конституции, уклоняемся от обсуждения темы Конституции. Потому что, если сегодня депутаты Государственного Совета сидят и слушают открытым ртом вот некоторые выступления наших депутатов о президенте, о взаимодействии и вообще действии государственной власти Чувашской Республики, то что скажет, услышав вообще наш народ, наши избиратели? И эти слова действительно не соответствующие действительности. Уважаемые депутаты, уважаемый председатель, уважаемый президент, гости. Сегодняшняя сессия была названа ведущим, председательствующим исторической. Возможно, это и так. Я думаю, что можно вспомнить нам старую такую добрую чувашскую пословицу «Баскаган барка сыкнет», спешащий угодил в роль. Сам процесс конституционный, который происходил на моих глазах, я тоже в какой-то степени, будучи депутатом Верховного Совета, в свое время принимал в этом участие, я считаю, начинается, естественно, не вчера начался, не сегодня. Это процесс развития чувашской государственности в целом. Ну, важные точки, важные вехи вы все знаете. Это 20-й год Чувашской автономии, 25-й год Чувашской республики автономная. И, я думаю, важным этапом был также год 90-й, когда наша республика, как и другие республики, как сама Российская Федерация в целом, приняла декларацию о государственном суверенитете Чувашской республики. И там было записано тогда, это небольшой документ, но здесь есть свидетели, депутаты того Верховного Совета. Этот небольшой документ из 15 статей мы обсуждали долго, и действительно публично, и с прессой там, и так далее, 2-3 дня здесь, всякие согласительные комиссии от Совета Министров, тогда, от Верховного Совета,
уважаемые авторитетные люди, тогда депутаты СССР, Айдак Аркадий Павлович и другие. Это был такой действительно процесс, очень важный, я думаю, и он как бы обозначил определенную веху развития чувашской государственности. Там было записано также в этой декларации, последняя статья, что она является основой для принятия новой Конституции Чувашской Республики. Ну, дальше произошло по-разному, это уже об этом все знаете. Тем не менее, определенные изменения в действующую Конституцию вносились. Касались они больше, конечно, механизма реализации власти, введения института президентства, новой структуры Госсовета, их взаимоотношения там, и так далее. В меньшей степени касались статуса республики. Николай Васильевич Федоров, сегодня наш президент, высказал очень интересную мысль, которую я поддерживаю. Это о том, что существует такая коллизия права, называется. То есть есть закон, есть конституционный закон или конституция, есть еще международное право. Когда мы говорим о Конституции Чувашской Республики, мы, естественно, должны иметь в виду, что чувашский народ это не только субъект истории, ну, как народ, естественно, является субъектом истории, но это и субъект международного права в определенной степени. Сама Чувашская Республика, Чувашская государственность, если хотите, она производна от того, что есть чувашский народ. Не было бы его, не было никакой Чувашской Республики. Не было бы проблемы, как говорил известный классик, нет народа, нет проблем, есть народ, есть проблема. А проблема очень важная, она стоит перед вами сейчас. Проблема очень важная. Я думаю, что здесь, в данном случае, в этой правовой коллизии, международное право приоритетно. Оно, прежде всего, говорит, что основной базовый принцип в данном случае для Конституции нашей, как и для Конституции любой другой национальной республики, это принцип равноправия и самоопределения народа. Право его на самоопределение. Мне кажется, что проект, который представлен, он не содержит этой нормы международного права, хотя даже Конституция Российской Федерации, статья 15, пункт 4, признает приоритет принципов и норм международного права над внутренним законодательством. А здесь это чрезвычайно важный принцип. Это как бы нет предмета обсуждения и предмета как бы принятия. Нет здесь понятия суверенитет, исходя из текста той декларации. Хотя я думаю, что суверенитет это тоже один из признаков, один из базовых принципов того же права народа на самоопределение. Здесь оно как бы исчезло. Другие республики, как мы знаем, Татарстан, наши соседи, Башкортостан, Саха-Якутия и многие другие, они реализуют свой суверенитет в рамках, естественно, правового поля Российской Федерации, в рамках международного правового поля, и это достаточно дает им эффективные механизмы защиты прав, свобод своих граждан, определенное поддержание уровня социально-экономической жизни, определенную стабильность, которая как бы жизнь в республике, это не какое-то уединение, не какой-то остров, естественно, но тем не менее определенные защитные механизмы против всех коллизий, или говоря, так сказать, в современном языком разборах, которые происходят на федеральном уровне, есть определенная какая-то защита. И это мы знаем. Бывает в Татарстане, бывает в Башкортостане и в других местах также. Я думаю, что это тоже важно.